Всем добрый день, меня зовут Решетникова Виктория, я ученица 9 Б класса школы номер 3 города Якутска. Тема моего исследования – антоцианы цветков кипрея скалистного. Мой научный руководитель – младший научный сотрудник Института проблем нефти и газа Владилина Владимировна Корякина. Антоцианы – это растительно окрашенные вещества, антиоксиданты с высокой биологической активностью. Актуальность изучения антоцианов кипрея скалистого или же иван-чая заключается в их крайне малой изученности в растениях Крайнего Севера. Учитывая, что сегодня экологически чистый продукт в виде чая из кипрея становится все более востребован, было интересно исследовать их содержание в цветках этого растения. Основная гипотеза нашего исследования заключается в предположении, что в якутском иван-чае антоцианов должно быть больше, чем в кипрее из других регионов России, так как известно, что растение в экстремальных условиях активно продуцирует эти вещества для борьбы со стрессовыми факторами, такими как низкие температуры, жесткий ультрафиолет или долгая световая экспозиция. Таким образом, цель нашего исследования заключалась в определении массового содержания антоцианов в сушеных цветках кипрея скалистого Центральной Якутии. Определение содержания антоцианов проводили по методике ГОСТ, указанной на слайде, методом pH-дифференциальной ультрафиолетовой спектрофотометрии. Для этого из растертых засушенных цветков готовили чай, затем его фильтровали и подкисляли полученный фильтрат с помощью заранее подготовленных буферных растворов с кислотностью 1 и 4,5 по шкале pH. В полученных кислых растворах антоцианов на спектрофотометре Cecil Aquarius определяли оптическую плотность при длинах волн 510 и 700 нанометрах. Оптическая плотность при 510 соответствует содержанию антоцианов, а при 700 – примесям. Далее по формуле вычисляли содержание антоцианов. Всего было проведено 8 экспериментальных определений оптических плотностей растворов чая, результаты которых далее были статистически обработаны и найдены ошибки определения содержания антоцианов. Предварительно были проведены исследования цветности антоцианов цветков иван-чая. Как показано на рисунке 4А, антоцианы иван-чая имеют различную окраску в зависимости от кислотности раствора. Это обусловлено из-за меры строения молекул антоцианов в зависимости от кислотности среды. Для сравнения, в соковой продукции окраска антоцианов слабая, что обусловлено их малым содержанием, либо иной разновидностью антоцианов. Таким образом, показано, что в полученных экстрактах цветков иван-чая присутствуют природные антоцианы, и их количество достаточно для анализа методом спектрофотометрии. Проведенный спектрофотометрический анализ показал, что содержание антоцианов в сушеных цветках якутского кипрея составляет 0,143 грамм на 100 грамм цветков. К примеру, из литературы известно, что в цветках алтайского иван-чая содержится 0,83 грамм на 100 грамм цветков. Кроме того, следует отметить, что в самих листьях иван-чая антоцианов меньше почти в 10 раз. Таким образом, наша гипотеза о высоком содержании антоцианов в якутском кипрее подтвердилась, и наиболее ценным источником антоцианов в иван-чае служат именно его цветки. Таким образом, были подведены итоги исследований и дана рекомендация по сбору иван-чая совместно с цветками. Сбор цветков иван-чая в фазе его цветения не наносит существенного вреда растению, так как основным способом его размножения является корневое черенкование. Всем спасибо за внимание.